Я увидел, что и услышал, что этот законопроект в принципе поддерживает только партия Амцахара. К своей радости я услышал от Общественной палаты вот в выступлении Тенгиза Джокова, что они тоже не поддерживают этот законопроект. Ну, они в принципе предложили. Мы слышали, я слышал резюме их, все мы слышали, в общем-то. Что я могу сказать от себя, от своей организации, от Союза ветеранов и молодежи от СНА? И я повторю слова своих друзей, коллег и ветеранских организаций. Я считал и считаю, убежден в том, что этот закон носит антинациональный, антигосударственный, антиабхазский характер. Более того, я настолько в этом убежден, что вместе со своими друзьями мы организовали штаб по противодействию этому закону. Вообще само наше вот здесь собрание показывает о том, насколько обсуждение этого закона имеет очень важное значение для нашего общества, насколько к нему относятся с тревогой и с трепетом. Здесь много было сказано слов про то, что было в 30-е, 40-е годы. Я повторюсь еще раз, тезисно про эти слова прошлого столетия, про Абхаз-Переселенстрой, про то, как мы превратились в 17%, про то, что я фактически вижу экспансию на наше государство, на нашу страну сегодня. Мы даже разговариваем в главном органе страны сегодня на русском языке. Для чего мы создавали государство? Мы создавали для того, чтобы, правильно сказал Батар Джоков, для того, чтобы сохранить свой язык, культуру, свою национальную идентичность. Для этого мы и создавали государство. Сегодня сами, наверное, в 30-е годы тоже проводились такие собрания, и тоже были какие-то выступающие, которые говорили, как это для нас, абхазов, хорошо, там, как-то это мотивировали, как-то это придумывали, но жизненная практика показала, что ничего хорошего для нас это не принесло. Убежден я в том, что не принесет и сейчас. Моего отца, деда точнее, раскулачила советская власть, дома отняла в Гудаутах, хотя он родом из Абдархука. Я родился, вырос в Хрущевке, вот здесь вот в Сухуме. Прошла война, закончилась, я там в трофейных поселениях не живу. Наверное, уже можно сказать, в кавычках, к сожалению, потому что дети уже выросли. Но сегодня, каким образом я смогу передать своим детям, я что ли буду апартаменты покупать или где-то жить? Сегодня никто не подумал о таких людях, как я, кто будет думать о моих детях. Если прямо на моих глазах всю страну сегодня хотят по факту распродать. Как бы кто бы что бы ни говорил, это самая настоящая распродажа. Конечно, я буду против этой распродажи во всех ее видах и формах. Более того, еще скажу, что я получаю большое количество откликов наших граждан, получаю сообщения, звонки, у меня проходят встречи. Это при всем при том, что я далеко не публичная такая личность и там не государственный человек, потому что это очень сильно беспокоит наших граждан и очень сильно беспокоит наших людей, естественно, в том числе и меня. Повторюсь еще раз, этот закон, я вижу в нем исключительно только угрозу нашей национальной безопасности и нашей государственности, нашему экономическому суверенитету, нашему политическому суверенитету. И вот это вот разговоры, когда говорят там о каких-то поправках, там, о каких-то изменениях, там, не 100 тысяч, там, а 60 тысяч, я считаю, что это все обман. Это просто обман наших граждан, когда пытаются просто отвлечь внимание людей непосредственно. Я приоткрыл эти двери, у нас нету никаких механизмов контроля. Эти проекты лоббируют не какие-то частные люди, точнее, вполне возможно, что и частные люди, за которыми стоят, правильно говорили здесь, банки, за которыми стоят целые государства. И мы хотим сказать, что мы сегодня не можем проконтролировать строительство туалета на набережной, где нету никаких механизмов контроля, где не решены сопутствующие этой проблеме вопросы, такие как земельный кадастр, где не приняты градостроительные кодексы, где одни дыры сплошные сегодня
у нас, что в законодательстве, что в исполнительной власти, мы хотим строить апартаменты. Ну, я категорически против принятия такого закона и такого решения. Против даже того, чтобы его рассматривали на сессии парламента. Но если, тем не менее, этот закон все-таки на сессию вынесен будет, я присоединяюсь к словам своих друзей Ливана Микава и Тимура Гулия, ко всем выступающим, которые говорили. Я прошу вас, дорогие депутаты, помните, пожалуйста, помните о том, что было в нашей жизни и какова ответственность. И еще хотел бы сказать, что помните о том, что какие могут вытекать из этого всего последствия, учитывая уровень противостояния в нашем обществе, уровень противостояния между властью и оппозицией, между тем, насколько велико недоверие граждан к властям вообще. Мне непонятно, почему глава государства приходит в общественную палату и говорит, что вы, депутаты, что-то ему должны. Почему это во-первых... Ни в коей мере вас никто никому не должен. Конечно, вы должны вы только... этого не можете, не этого не можете. Минуточку, пожалуйста, можно я закончу? Дорогие депутаты, вы никому ничего не должны. Вы должны исключительно только своим избирателям и нам, гражданам. Прошу вас, пожалуйста, не голосуйте за этот закон. Отошлите его обратно президенту. Если он все-таки будет вынесен на сессию парламента, голосуйте против.